Поистине, эти 4 слова являются самыми любимыми словами для Аллаха. Субханаллахи вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху валлаху акбар. И не повредит тебе, с какого бы ты из них ни начал. Пророк, мир ему и благословение, сказал: поистине, произносить слова Субханаллахи вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху валлаху акбар дороже мне всего того, над чем восходит солнце. То есть дороже, чем весь мир и все, что находится в нем. Эти 4 слова ценнее всего этого. Знаете почему? Почему эти слова настолько ценны? Почему они лучше, чем весь этот мир, и Всевышний любит их больше, чем другие поминания? Пророк, мир ему и благословение, сказал: каждое произнесение слова Субханаллах есть милостыня. И каждое произнесение слова Альхамдулиллах есть милостыня. И каждое произнесение слова Ля иляха илляллах есть милостыня. И каждое произнесение слова Аллаху Акбар есть милостыня. Сообщается от Анаса о том, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение, взял ветку дерева и потряс ее, но листья не упали. Затем он снова потряс ее, но листья не упали. Затем он потряс ее в 3-й раз, и листья упали. Тогда он, мир ему и благословение, сказал: поистине, слова Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар непременно сбрасывают грехи, подобно тому, как опадают листья с этого дерева. Пророк, мир ему и благословение, сказал: тот, кто скуп на пожертвование, боится встречи с врагом на поле боя и не находит сил выстаивать ночи в молитве, пусть почаще произносит слова Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар. Повторяй эти слова почаще, чтобы возместить упущения в других делах. Посмотрите, эти слова способны заменить некоторые важные виды желательного поклонения. Если ты не можешь выстаивать ночи, раздавать милостыню или сражаться на пути Аллаха, то часто повторяй эти слова. Передают со слов Абу Хурайры, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение, проходил мимо него, когда он сажал саженцы, и спросил: «О Абу Хурайра, что ты сажаешь?» Он ответил: «Я сажаю для себя саженцы». Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Не указать ли тебе на саженцы, которые лучше для тебя, чем эти? Субханаллахи вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху валлаху акбар. За каждое из них для тебя посадят по одному дереву в раю». Мы же сказали вначале, что эти слова лучше всего того, над чем восходит солнце. Пророк, мир ему и благословение, сказал: когда ты говоришь Субханаллах, Аллах говорит: ты сказал правду. Когда ты говоришь Альхамдулиллах, Аллах говорит: ты сказал правду. Когда ты говоришь Ля иляха илляллах, Аллах говорит: ты сказал правду. Когда ты говоришь Аллаху Акбар, Аллах говорит: ты сказал правду. А когда ты говоришь: о Аллах, прости меня, Аллах говорит: я уже сделал это. Когда ты говоришь: о Аллах, смилуйся надо мной, Аллах говорит: я уже сделал это. Когда ты говоришь: о Аллах, даруй мне удел, Аллах говорит: я уже сделал это. Посмотрите на великое воздаяние. Вначале Аллах подтверждает твою правоту, а затем говорит: я дам тебе то, что ты хочешь. Все, о чем ты попросишь, Аллах дарует тебе. Пророк, мир ему и благословение, сказал: защитите себя. То есть примите меры безопасности, вооружитесь. Сподвижники сказали: о посланник Аллаха, от врага, который напал? В ответ он сказал: нет, это ваша защита от огня. Субханаллахи вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху валлаху акбар. Поистине, эти слова в судный день встанут впереди нас, сзади и по бокам. То есть в судный день эти слова окружат вас со всех сторон и защитят от огня ада. Это и есть нетленные благодеяния. Богатство и сыновья – украшения мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. А нетленные благодеяния лучше перед твоим Господом по вознаграждению и по исходу. Когда ты вернешься ко Всевышнему, ты увидишь величину награды за эти слова. Повторяй их почаще. Когда выходишь на улицу, едешь в машине, ложишься спать и в любое другое время. Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху, валлаху акбар.